На неделе продолжились действия властей Кыргызстана по обмену территориями с Таджикистаном. Пока масштабы дел и площади обмениваемых участков не такие большие, но если инициатива удалась бы, можно было ожидать сглаживания конфликтов. Однако, как и следовало ожидать, судя по реакции местных жителей, а также Госагентства по земельным ресурсам, все эти действия проводились, мягко говоря, без особой координации ни с местными жителями, ни с другими госорганами. В проблеме разбирался Андрей Токумбаев. Спорные участки кыргызско-таджикской границы вновь стали предметом спора между властью и представителями гражданского сектора. В среду появилось сообщение, что один из органов местного самоуправления в Баткенском районе одобрил передачу Таджикистану почти 1,5 гектаров земли, без ведома проживающих на ней сельчан. Намечалось передать гектара 4 сотки орошаемых земель на территориях Самаркандекской и Аксайской сельских управ. Ранее говорилось, что эти участки Ары-Косты в Аксае и Сымы в Самаркандеке. Но затем выяснилось, что передать таджикам намечалось не Сымы, а другой земельный надел – Тескей. Вот что в частности указано в заявлении инициативной группы местных жителей, возмущенных такими действиями сельского кинеша. Мы знаем, что будут менять Сымы и Ары-Косты. Они расположены очень близко к Таджикистану, но никто не пришел и не объяснил нам. Люди, которые проживают в Сымы, до сих пор ничего не знают. Никто не получал их согласия. В Ары-Косты после конфликтов многие оставили дома, некоторые из них разрушены. Но все равно это собственность местного населения. Ранее вице-премьер Джениш Разаков обещал провести встречу с каждым сельчанином старше 18 лет по поводу обмена участками с Таджикистаном. Но местные жители отрицают факт переговоров. Мы знаем, что предложили участки, но точно какие и какой площади никто не объяснил. Кроме того, неизвестно, что жители участков получат взамен. В Ары-Косты есть дома и участки граждан Кыргызстана. Получат ли они компенсацию? А в четверг представительство правительства в Баткенской области сделало официальное заявление, в котором опровергается факт такой передачи. Вот что сказал в интервью Пятому каналу представитель Госагентства по земельным ресурсам, которое решает вопрос обмена территориями на спорных участках госграницы. Ведутся переговоры по обмену земельными участками. Это чтобы там устранить через полосицу. Там за вот эти 70-80 лет при Союзе, когда мы одно СССР было, да, жили, там много участков, где там живут граждане Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики. Но и где-то есть участки, которые наши граждане там проживают. Да? Как утверждают в администрации Баткенского района, еще 15 января они встречались и с местными жителями, и с депутатами Самаркандекского сельского кинеша по поводу намеченной передачи 2 земельных наделов Таджикистану. Руководители района во главе с Акимом дали информацию по предложенному участку Таджикистану на обмен. В результате депутаты Самаркандекского аильного кинеша 17 января собрались на досрочную сессию и постановлением номер 37 поддержали передачу участка. Но это не окончательное решение. Вопреки утверждению полпредства, что решение не окончательное, есть постановление Самаркандекского аильного кинеша. Документ за подписью депутатов этого сельсовета подтверждает, что они согласны передать Таджикистану гектар и 4 сотки земли. Однако председатель Государственного земельного фонда, на балансе которого находятся эти участки, говорит, что такого быть не может. Там вот сейчас комиссия работает в Таджикистане, они побывали, насколько мне известно. Вот сейчас они работают в Баткене, это государственная делегация по делимитации и демаркации государственных границ, и проводит там разъяснительную работу с местным населением, с участием депутатов местных кеңешей и местной администрации. По сведениям представительства правительства в Баткенской области, правоохранительные органы сейчас проводят расследование, кто и зачем предоставил журналистам постановление аильного кинеша. Полпредствия утверждают, что документ фальшивый. Между тем, депутаты обоих кинешей подтверждают, что в январе они встречались с руководством Баткенского района, но оно лишь проинформировало о решении межправительственной комиссии 2 стран об обмене. На встрече просто дали информацию, а не спрашивали согласия жителей. Тогда местные предложили обменять Дахму, а не Ары-Косты. Ары-Косты – хороший участок и территория в несколько гектаров. Вопрос, кому было выгодно забросить в прессу фейковый документ, актуален по причине весьма непростой ситуации со спорными участками кыргызско-таджикской границы. Через полосица, о которой говорит замдиректора Госагентства по земельным ресурсам, означает постоянный повод возможных приграничных конфликтов. С этим согласен уроженец тех мест, экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев. Постоянно, сколько я помню, мне уже при советской власти там постоянно были стычки, скандалы. И после советской власти стычки, скандалы. Ну, эта проблема, если не решить, мы при советской власти жили вместе, при царской России жили вместе, при Каканском ханстве жили вместе. В едином
государстве. Процесс распутывания Гордиева узла приграничных проблем сродни работе сапера. Одно неосторожное движение и конфликта не миновать. Урегулировать ситуацию можно только путем взаимных уступок, но следовать ему нужно без лишней спешки, считает Айбалаев. А ускоренное решение вряд ли получится. Почему? Потому что это связано, чтобы решить вопрос, надо переселять людей, таджиков, там, где там кыргызов переселять. Надо договориться с этими людьми. Именно таким путем намерено решить проблему руководства страны, говорит замдиректора Госагентства по земельным ресурсам. При обмене всегда учитывается категория земель. Обмен на равновеликую площадь происходит. Никогда вот если у них мы берем или отдаем пашню и не получаем от них мы там каменистые или скалистые местности. Да? Это всегда учитывается на равновеликую и по категории совпадающим участкам. А экс-председатель пограничной службы Такон Мамытов, наоборот, сторонник решительных мер при демаркации и делимитации. В 2013 году, когда он возглавлял погранслужбу, все его попытки решить проблему встречали мягкое, но упорное противодействие со стороны тогдашнего президента Атамбаева и его окружения. Не всегда я находил понимание у тогдашнего президента. Вроде бы вопрос был согласован, продвигались, и тут же через некоторое время вопрос, который ранее согласовывался, он тормозился, и предлагались вообще какие-то фантастические, нереальные предложения. Экс-глава ГПС утверждает, что демаркировать и делимитировать кыргызско-таджикскую границу можно было давно, но в этот процесс постоянно вмешивается так называемая третья сила. Были коррупционные интересы, о которых сейчас вся страна говорит, они же корни имеют тот период, поэтому такие моменты были. Но я хочу сказать, есть пути решения, есть. И они удовлетворяют и кыргызскую сторону, и таджикскую сторону. Надо просто умело использовать эти пути решения. О том, что Кыргызстану необходимо как можно быстрее урегулировать проблему спорных участков, говорит тревожная демографическая ситуация. Численность населения Баткенской области стремительно тает, а по ту сторону границы наблюдается обратное. Число жителей, граничащего с Баткеном Хатлонского района Таджикистана, стремительно растет. Соотношение этих показателей составляет 1 к 4 в пользу соседнего государства. Постоянные приграничные конфликты усугубляются низкими заработками баткенцев, ростом безработицы, плохой социально-бытовой инфраструктурой, что сопровождается массовыми драками и даже перестрелками. В конце прошлого года инициативная группа жителей 2 приграничных сел Баткенского района выступила в Бишкеке с заявлением. В нем, в частности, говорилось, что некоторые территории просто переходят под контроль таджикских пограничников. Также есть 37 гектаров в селе Максат. Они считаются сейчас спорной зоной. До 2018 года эти 37 гектаров в селе Максат охранялись пограничниками Кыргызстана. Однако в настоящее время ни одного кыргызского пограничника на эту территорию уже не пустят, потому что эту территорию уже охраняют пограничники Таджикистана. Эти 37 гектаров уже под контролем таджикских пограничников. По словам членов инициативной группы, если проблему спорных участков не решить в ближайшее время, Кыргызстан рискует лишиться Баткенского или Лекского районов. Постоянное ожидание очередной провокации для многих становится решающим фактором, заставляющим махнуть рукой и податься куда-нибудь, где больше шансов получить работу. Вош, Бишкек, за рубеж, продав за бесценок родительский дом и участок. Один из участников группы баткенцев, юрист Асхат Осмонов, рассказал, что без ведома госрегистра жители Баткенского района продали в прошлом году около 50 домов с участками. При таких сделках покупателями обычно становятся граждане Кыргызстана, являющиеся этническими таджиками, которые затем передают жилье уже гражданам соседнего государства. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.